Проблемы строительства соцобъектов и распределения земель. Глава Ингушетии провел совещание с участием Кабмина и глав муниципальных образований региона. 26 километров комфорта, безопасности и отсутствия заторов уже скоро. Реконструкция трассы «Кавказ». Расскажем, на каком этапе строительные работы. На стадии завершения в Насыркорте идет строительство футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. В вопросе грамотного распределения земель, проектирования и реализации значимых объектов строительства приоритетом является взаимодействие регионального правительства и администрации муниципальных образований, заявил глава Ингушетии на расширенном заседании в Магасе с участием Кабмина и глав муниципальных образований республики, посвященном актуальным проблемам строительства соцобъектов в регионе. По мнению Махмута Калиматова, только так возможно наладить работу в этой отрасли и создать качественную инфраструктуру. Подробности в сюжете. Ключевой темой повестки стало решение проблем с эффективностью использования земельных участков, качеством разрабатываемой проектно-сметной документации и реализации строительных объектов. Глава республики отметил наличие препятствий в виде коррупционной составляющей в этой сфере. Мы все здесь живем, и у нас около 3000 людей стоит за сотками 6. А у нас некоторые главы Сунжи, Назрановского района, ни один кусок или гектары, которые позволяют себе руководители, наживаться на этом не получится, нельзя. Вопрос архиважный. Я все равно пошагово дойду. Разберитесь в каждом метре, я говорю. Буду и в села ездить, во все. Нам надо привести в порядок в эту ситуацию. Я хочу благородство, чтобы проявилось, честность. Каждый из вас есть государственный должностной регламент, да? Там написано, что мы должны делать с вами. Берите должностные обязанности. Декларации о доходах будут проверяться тщательно. И за недоверие будут увольняться. Поэтому я предостерегаю кумовья, вы должны это оставить. Вы должны работать для людей на местах. Разговаривать с ними, взаимодействовать, навести порядок. Я же четко говорю, значит, не будет взаимодействия, надо просто-напросто сказать, что я не буду работать или не хочу работать. Руководитель субъекта дал поручение юридически оформить и отвести участки, необходимые для реализации строительства всех 73 объектов до 20 марта 2020 года. При этом главный критерий определения места возведения учреждений – доступность и удобство для населения. Все разногласия будут решаться в правовом поле. Заключительным действием по отводу земель станет разграничение стройплощадок с установкой ограждений и информационных стендов, щитов-указателей с планом предстоящих работ. Таким образом, все жители будут осведомлены, где и что строится. Вот Назрановский район-то. Берет глава, берет сзади на территории своей же, за свои деньги строит. Это вообще уму непостижимо. Администрацию здания. Говорит, вот мне надо построить, я строю. Вы же там знаете школу, мячик истерии, школу, начальную школу, где дети сидят, там, времянка такая. Гофры железные покрасить где? Ижбирик, Ждачич, 1 до 4 класса. Это просто ужас. У нас есть деньги по программе. У нас не республики. Мы можем построить школу. Я говорю, лят дасу. И школа айгервы, новый. Цеяк, джуртас. И школа, а вот и лят дасу. Тогда как мне относиться к вам, главам? До 26 года 73 объекта нам надо построить. Постройте детям, пожалуйста, хорошие школы. Больницы себе постройте, дороги постройте. Мы лучше пока на должности своруем, решение судов за взятки сделаем, справки соберем за взятки, но землю школам, больницам не оставим. Каждый метр земли мы должны учитывать. Земли нет, где поставить школу? Есть. Есть земля. Только вы ее потихонечку держите, с фальшивыми постановлениями. Хозяин должен быть на земле. Справедливый хозяин. Найдите, если объекты в середине, чтобы удобно было, чтобы ребенку пойти было, матери за ним сходить было.
Глава Ингушетии подчеркнул также, что работникам муниципалитетов не хватает юридической подкованности при устранении уже сложившихся обстоятельств и проблем присвоения земель, неуплаты аренды и других незаконных действий со стороны недобросовестных предпринимателей и должностных лиц. Начиная с указа, все нацпроекты, и потом зачет примите у них. И деньги на это есть. Вы просто изучите их. В районах, я говорю, в селах изучите. Юристов возьмите, используйте этот шанс. Мы должны все поставить себе вот за эти 5 лет. Сегодня под эти объекты до 2024 года все знают, где что будет строиться. В каком районе, селе, городе. Все знают. Возьмите, ждать, огородить, оформить, где будут у нас стоять школы, дом культуры, больницы. Вот, министр, мне лично где-то 15 марта доложите, где, какой район, какое сельское поселение, главы не выделили или не определили земельные участки. Следить за тем, чтобы нам не перестраивать потом, да? Вот это наша обязанность. Жоп должен выше. Потому что объекты, вот я поехал, все вроде сдать, все говорят хорошо, нет, нехорошо. Все должно быть, все четко сделано. Опять для детей, потому что для больных. Я просто говорю, выполняйте свою работу. Но те объекты, которые сегодня будут строиться или уж строятся, и главы районов, сельских поселений, все вы должны, чтобы ничего не подписывали, ничего не делали, пока строители не сделают. У нас беда с этими объектами по всем районам, городам, которые построены, которые эксплуатируют, которые нельзя. Напомним, ранее Махмуд Али Калиматов заявлял, что лично будет осматривать все стройплощадки в республике. Ни один из возводимых жилых домов или другой объект, на котором выявляются недостатки, в том числе и на прилегающей территории, не будет принят и не останется без соответствующего внимания. Это не недоработки, это преступление перед своим народом, своими детьми и внуками, отметил глава региона. Хади Добреева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, вновь побившая рекорд по количеству аккредитованных журналистов, 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, состоится 19 декабря. Традиционная встреча с прессой начнется в полдень в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Транслировать пресс-конференцию будут федеральные телеканалы и радиостанции. Беседу с журналистами будут переводить на сразу несколько иностранных языков. Устройство синхронного перевода журналисты смогут получить при входе в зал. Напомню, что прошлогодняя пресс-конференция прошла 20 декабря. Она продолжалась почти 4 часа. За это время глава государства ответил на вопросы более 50 журналистов. 4 комфортные и безопасные полосы движения, современное освещение на протяжении 26 километров, несколько развязок – все это ближе к концу 2020 года. А пока на участке федеральной трассы «Кавказ», проходящем через Ингушетию, активно идут строительные работы. Реконструкция так называемой «Бакинки» длится уже год. Какой объем работ проделан за этот период дорожниками и что еще предстоит, узнавал наш корреспондент Идрис Ижиев. На всей реконструируемой протяженности ФАТ по меньшей мере трудится около 100 единиц техники и столько же рабочих. Благодаря слаженной работе магистральная трасса понемногу обретает окончательный вид. 26 километров поделили на несколько участков, а обновлением занимаются сразу несколько бригад. За реконструкцию 3-километрового участка вблизи селения Газиюрт взялись еще несколько месяцев назад. И довольно быстрыми темпами работа здесь подходит к завершению. На данный момент у нас идет устройство нижних слоев асфальтобетонного покрытия. С последующим сбросом движения уже на вновь построенное полотно. На данном этапе работы проведены в размере 70% от общего объема на данном участке.
Мешающих факторы здесь отсутствуют. А вот за другой участок трассы на 572-м километре строители взялись совсем недавно. Для начала нужно подготовить основания. Землю будут утрамбовывать до уровня асфальта. Рельеф федеральной трассы идеально сочетает наклон угла и протяженность подъема. На этом участке ведутся работы по устройству земляного полотна. Особых факторов нету, работа идет в нормальном режиме. Здесь будет разворотная петля, потому что на дороге первой категории поворот налево запрещен. Здесь машины будут разворачиваться со стороны Барсуков. Кто едет со стороны Барсуков, могут развернуться в обратном направлении. Также на трассе вблизи круговой развязки Назрань и Кажево уже несколько недель ведутся работы по устройству земельного полотна и выравнивания ландшафта дороги. Планируется расширение с последующей укладкой асфальтового покрытия в 3 слоя. Из-за форсированных строительных работ на федеральной трассе часто меняются правки по передвижению, перестраивая дорожный поток временными объездами. Знаки об изменениях расположены везде, но невнимательность водителей приводит к дорожным происшествиям. А самым проблемным участком для жителей пока остается Магасовский круг. Именно он является самым сложным и затратным, ведь здесь планируется не только обновление полотна, но и строительство развязки, соединяющей федеральную трассу с Назранью и Магасом. Еще 2 такие же развязки возводятся рядом с Карбулаком и на месте Назрановского круга. Зимние морозы и другие факторы не повлияют на ход запланированных дорожных работ и сроков сдачи объекта. Рабочие продолжат заготавливать основания для последующего обновления. По контракту срок сдачи объекта запланирован на конец 2020 года. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Ингушетия в числе 3 субъектов, где 100% отказались от использования мобильных телефонов на уроках. Об этом заявила министр просвещения страны Ольга Васильева. Стоит отметить, что в списке, ограничившем мобильные устройства во время занятий, около 11 тысяч школ. Среди них учебные заведения как нашего региона, так и Белгородской области, Камчатского и Пермского края, Кемеровской и Свердловской области, Республики Марий-Эл и Удмуртской республики. В дальнейшем, как отметила министр, еще больше школ в стране будут пользоваться таким правилом во время урока. Для бега, игр и не только. Футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками активными темпами строится в Насыркорте. Обустройство спортплощадки начато не так давно, но уже проделан огромный фронт работ. Объект строится в рамках национального проекта «Демография». Подробности в сюжете нашего корреспондента. По очертаниям будущей футбольной площадки уже можно с уверенностью сказать, какой она будет. Работы идут полным ходом. До сдачи объекта времени немного. По итогам реализации проекта жителям Насыркорта представят спортплощадку, где они смогут проводить свой досуг независимо от времени суток благодаря освещению. Сейчас рабочие на завершающей стадии строительства. Мы сегодня расчесываем футбольное поле. Это один из важных этапов на футбольном поле. Это резиновая крошка. Она обеспечивает амортизацию на футбольном поле. Долгий и тяжелый процесс, занимает очень много времени. Даем гарантию, что мы сделаем все качественно, красиво и четко. Преимущество искусственного покрытия для футбольного поля – большой срок эксплуатации на протяженности 15 лет. Такое покрытие не требует особого ухода, в отличие от натурального травяного аналога. Футбольная площадка длиной в 100 метров и шириной в 65. Такой важный социальный объект строят, учитывая все нюансы. Подрядчик с 10-летним опытом и знает свое дело на отлично. Первое – это дренажная система, то есть в несколько этапов она проходит засыпки, несколько слоев щебени, отсева и так далее. Плотное укатывание. Затем у нас газон стелится, склеивается. Происходит засыпка кварцевого песка. Кварцевый песок он является стабилизатором для искусственной травы, для того, чтобы борз поднимать. Он происходит тоже в 2 этапа. Первый, второй слой. Потом засыпается у нас резиновая гранула. В народе говорят резиновая крошка, для амортизации. Сейчас на данный момент идет процесс, ребята работают, идет процесс работы, к завершению. По периметру поля расположилась беговая дорожка. Ее особенности в мягкой поверхности. Родители могут смело оставлять детей на площадке, не боясь, что они получат травму. Рядом с футбольной планируют построить еще и воркаут-площадку. Необходимость этого футбольного поля для создания
досуга граждан, чтобы наши жители могли свободно прийти на поле, поиграть в футбол или побегать там, провести свой досуг. Данное место было выбрано жителями данного села, потому что здесь рядом находится и школа, и детсадик. И в дальнейшем планируем здесь построить еще спортивные площадки. И в прогнозах у нас есть строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Зима-лето – такие мини-площадки получают для мини-футбола, для волейбола, для баскетбола. Такие площадки мы планируем во всех населенных пунктах Республики Ингушетия построить. На сегодняшний день в Ингушетии всего около 22% людей, занимающихся спортом. Этот показатель 2024 года по нацпроекту необходимо увеличить до 55%. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Предупрежден, значит вооружен. Сотрудники МЧС по Ингушетии проводят поадресные профилактические рейды по предупреждению бытовых пожаров. По статистике, именно в зимнее время происходит больше всего таких несчастных случаев. Совместно со специалистами газовой службы и работниками администрации представители ведомства рассказывают жильцам об основных требованиях пожарной безопасности, а также вручают памятку с номерами телефонов всех экстренных служб. Ингушский боксер Алаудин Хашиев вышел в финал первенства страны среди юношей, которые в эти дни проходят в Москве. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. Алаудин выступает в весе до 100 килограммов. На пути к финалу он уже провел 3 успешных поединка. Завтра ему предстоит бороться за главную награду первенства. Пожелаем удачи нашему спортсмену. Ингушские троеборцы сумели захватить и удержать лидерство. В спорте наших спортсменов мы радуемся чуть ли не каждый день. Так, 2 золотые медали завоевали ингушские пауэрлифтеры на 5-м международном чемпионате. Несколько весовых категорий, сотни атлетов оспаривали звание сильнейшего в мире в таких классах, как жим лежа, становые тяги и приседания с железом. Центром притяжения атлетов силачей из разных стран мира стала Москва. С победителями-троеборцами встретился наш корреспондент Харун Аздоев. Ингушские троеборцы сумели захватить и удержать лидерство на 5-м чемпионате мира по пауэрлифтингу в дисциплине жим лежа, который проходил в Москве в культурно-выставочном центре «Сокольники». Первый день соревнований на помост вышел один из новичков в пауэрлифтинге – Муслим Мальсагов в весовой категории 56 килограмм. Жим лежа считается самой популярной дисциплиной троеборья, и отсюда большая конкуренция среди участников. Звание лучшего оспаривали несколько десятков спортсменов со всего мира. Нашему силачу удается осилить вес почти вдвое превышающий его собственный. И в этом вся суть силового спорта – преодолеть сопротивление максимально тяжелого веса. Это лучший результат, к которому наш атлет шел весь спортивный год. Мой путь к этой медали начался с СКВО. На СКВО я смог поднять вес 95, собственный вес был 52. После этого я получил путевку на Россию, показал результат 105 килограммов, при собственном весе 56. Конкуренция была сильная, соперники тоже было. Я смог поднять вес 105 килограммов. Это мне хватило, чтобы занять первое место. Любой спортсмен, работая над собственными результатами, тем самым увлекает других своим примером. В заключении спортивного года ингушские троеборцы достойно выступили на турнирах всех уровней, включая чемпионат планетарного масштаба. Главный тренер республиканской команды, который занимается подготовкой пауэрлифтеров на базе Назрановской спортивной школы, доволен выступлением своих подопечных и в целом достижениями федерации за прошедший сезон. За этот год в Ингушетии Федерация пауэрлифтинга была, сказать, более чем успешна. Потому что ребята выступали на чемпионате России, на чемпионате Европы и на чемпионате мира. Были хорошие результаты. Самое радостное, что пауэрлифтинг начал развиваться в нашей республике быстрыми темпами. И если считать с прошлым годом, стало как бы наполовину больше занимающихся пауэрлифтингом и уезжающих на спортивные состязания. Из года в год на чемпионат мира участники приезжают, став опытнее и сильнее. У них в этом году еще одну золотую медаль для России отвоевал Рахман Дашаклоев, выступавший в весовой категории 67 килограмм. Он обошел соперников из Ирана и Казахстана. В этом спортивном сезоне Рахман уже становился победителем всероссийского турнира и установил рекорд страны в своем весе. Для опытного пауэрлифтера это не первые соревнования на международном помосте, но лучший результат в карьере. Это мой 3-й чемпионат мира в моей карьере и, можно сказать, самый удачный.
так как я подтвердил звание мастер спорта международного класса, к этому чемпионату мира мы очень подготовились, без травм. У меня уже планы, чтобы так вес не скидывать, перейти вес побольше, там, весовую категорию повыше. И там будем поднимать больше, будем работать дальше. Заветная часть соревнования для любого троеборца – это установление нового рекорда. Желаем нашим атлетам в будущих турнирах также достигать своих целей и покорять заветный вес. Харун Аздоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. И еще одна спортивная новость. 17 медалей различного достоинства завоевали воспитанники спортклуба «Войнах» на проходившем в Кисловодске открытом турнире СКФО по смешанным боевым единоборствам «Крепость Кавказа». По итогам соревнований сборная Ингушетии заняла второе общекомандное место. Бойцы показали свои навыки по 2 разделам всестилевого карате. Татами – дело привычное для бойцов кимоно, но сегодня в торжественной обстановке, здесь, в родных стенах Карабулакской спортивной школы, в ряд 17 спортсменов, последователей стилевого карате, выстроили за свои награды. Каратисты разных возрастных и весовых категорий получают кубки, медали и грамоты от наставников и руководства школы. Еще совсем недавно юниоры смогли завоевать имидж универсальных бойцов. Участники одновременно нескольких чемпионатов с разницей лишь несколько часов показали свои навыки в соревнованиях по 2 разделам стилевого карате на открытом турнире СКФО по смешанным боевым искусствам. В весовой категории 60+, равных Адаму Плиеву, не оказалось. 12-летний спортсмен занял наивысшую ступень пьедестала и принес очередное золото в команду сборной Ингушетии. Больше боролись со стойки. Партии не было вообще бы. Чисто со стойки уйду. Завершить поединок досрочно – это гарантия неоспоримой и моментальной победы над соперником. Тем более, что ограничения по использованию болевых и удушающих приемов минимальные, а качество хорошего ударника только задают ритм поединку, что и демонстрировали раз за разом бойцы стилевого карате. Самый юный призер, которому всего 6 лет, охотно вызвался со своим спарринг-партнером показать на деле, что такое стилевое карате. Зал с еле видимым разграничением бойцовских ковров, где совместно с каратистами тренируются дзюдоисты. Свои фавориты есть и здесь. Ахмед Дарсигов и Умар Боков отличились в Казахстане. На международном турнире в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева, собравший сотни борцов из ближнего зарубежья. По словам спортсменов, возможен такой успех стал во многом благодаря наставнику. Мне тренер говорил не волноваться, ведь когда волнуюсь, вообще ничего не получается. Он меня настраивал перед каждой схваткой, говорил делать мне то, что я постоянно делаю, мои коронные приемы. Думаю, я выступил нормально. Соперники были хорошие. Я уступил представителю Дагестана. И за 3-е место мне пришлось бороться с представителем Казахстана, где я одержал чистую победу и понял. Письмо с благодарностью и теплыми словами от организаторов турнира также вручили и руководству школы. От президента Федерации Казахстана передал благодарственное письмо нашему директору Чахкиеву Ибрагиму, хотел передать. Наставник, чьи подопечные заметно выделяются в стремлении к высшей точке пьедестала, отметил еще одного новоиспеченного чемпиона. В весовой категории до 64 килограмм отобрался на первенство мира, который проходил в Москве. Первенство мира прошли впервые, очень достойно себя показал во всех 4 поединках. Самый сложный поединок был у него 4-й. Вот. На 4-м поединке он выиграл спортсменом из Тулы. Я победил, потому что у меня была хорошая поддержка, меня поддерживал мой тренер и братья и друзья. Зал, который по праву может называться универсальным, как и кузницей бескомпромиссных в своем деле мастеров, является для них вот уже несколько лет настоящим кровом. После награждений и мастер-классов спортсмены слушают дальнейший план тренировок. Тренерская установка как плюс подготовки к предстоящим турнирам. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Джамалел Тамасханов. Новости 24.
Праздник праздником и не в ущерб закону. Министерство природы Ингушетии будет пресекать вырубку хвойных деревьев в предновогодний период и после. Специальные мобильные группы будут патрулировать Сунжинские и Назрановские лесничества вплоть до 3 января. Профилактические мероприятия для населения проведут через СМИ, а также информационные щиты и иные средства наглядной агитации о недопустимости незаконных рубок. Экологи напоминают об ответственности за нарушение лесного законодательства. К слову, незаконно срубленная ель влечет за собой штраф от 3000 рублей. Жители региона приглашают принять участие в 10-м международном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца». Конкурс приурочен к году театра. Организатор – президентская библиотека имени Ельцина. Проект призван показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира в области религии, искусства, образования и в других различных социальных сферах жизни. Задача каждого участника – проявить свои творческие навыки. Работы должны стать своего рода сценой, где автор расскажет свое видение окружающего нас мира. Они принимаются на сайте конкурса до 14 января. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.